Здравствуйте, интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. Тема среднего профессионального образования стала основной в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы по просвещению. И я рада представить вам Яну Лантратову, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений. Яна Валерьевна, рада видеть вас в Уфе. Давайте коротко о том, какая работа была проведена. СПО для Республики Башкортостан – это такая актуальная тема. Мы лидеры и по количеству колледжей, и по количеству студентов, ну и, соответственно, по выпускникам, которые выходят на рынок труда. Как ваши впечатления? Дело в том, что я долгие годы в Госдуме была первым зампредкомитетом по просвещению, сейчас возглавила комитет по гражданскому обществу, вопросам общественных и религиозных объединений, но тема СПО – это важнейшая тема для всей страны. Сейчас президент ставит нам глобальную задачу, и, конечно, для Государственной Думы это является приоритетом. Почему мы приехали именно в Башкортостан таким большим выездным заседанием? Потому что Башкортостан, республика, является действительно лидером в стране. Удивительно не только, как вы сказали, большое количество колледжей, но и тот подход, который есть в республике. Самое потрясающее, что мы заметили, мы разделились на несколько групп, посещали и многопрофильные колледжи, и вузы, и различные учреждения СПО, посетили учебно-производственный центр УМПО и, соответственно, посмотрели методики работы там. Что интересно, это то, как идет набор людей. Набор людей, например, в УПЦ идет, с одной стороны, через учреждение СПО и колледжи, с которыми работает учреждение. Но, что интересно, вначале проходит очень интересная работа в классах. Если не ошибаюсь, около 12 различных классов в школах. Идет поддержка учреждений, бизнеса, предприятий, самих школ. И отдельно идет набор так называемый как бы с улицы людей, которые принимают решения и приходят работать. Тогда предприятие выделяет отдельные стипендии, поддерживает тех людей, которые учатся, а потом сразу же трудоустраивают на предприятия. Что я вижу действительно, и мы видим как депутаты по стране, очень часто бывает, что ребята приходят в учреждение СПО, учатся, но не идут работать по специальности. И мы видим такой катастрофический дефицит кадров. В республике выстроена уникальная система, когда очень высокий процент, когда после учреждения СПО трудоустраиваются. И действительно это та методика, и это тот пример, который нужно транслировать на регионы России. Поэтому мы выбрали Республику Башкортостан как уникальный опыт. Вчера на заседании с участием главы республики Радия Хабирова было озвучено несколько методик, скажем так, профессиональной подготовки, начиная еще со школы. Выходили по видеосвязи коллеги из Министерства просвещения. Это те методики, конечно, которые мы будем обсуждать на площадке Госдумы, но начало положено, поэтому уникальный опыт республики. Я думаю, что действительно у нас такие практики, которые можно транслировать на всю страну. У нас очень хорошо поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья, то есть Обилимпикс, тут тоже мы лидеры. Но я знаю, что вообще тема детства, тема подростков для вас одна из основных, то есть тема сирот. И один из моментов, который тоже также обсуждался и с руководством региона, это деструктивное влияние интернета и всевозможных ресурсов на нашу молодежь. И есть уже даже какие-то результаты этих разговоров. Да, дело в том, что интернет очень плотно вошел в нашу жизнь, увеличивается количество пользователей, но появляется очень много опасного контента. И если не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут через интернет, то что говорить о детях, которые в силу возраста, еще не окрепшей психики, этому противостоять не могут. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным содержанием, из которых 25 тысяч групп детской порнографии, 23 тысячи групп детские суициды и 230 тысяч групп – это вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. И уже не говоря о миллионе заблокированных аккаунтов, различных мессенджеров, экстремистского содержания. И это очень важная история. 26 декабря я докладывала на заседании Госсовета президенту об этой ситуации. И, собственно, мы видим, что на ребенка идет атака с разных сторон. С одной стороны, через интернет –
С другой стороны, через видеоигры. Есть замечательные видеоигры, но там есть определенная миссия. Что такое игра? Игра – это когда ребенок погружается в образ игрового персонажа, начинает думать за него, действовать за него, то для него становится нормой. Например, есть игра, а там есть миссия – прийти в школу, убить учителей и детей и дальше играть. И ребенок может подумать, что это нормально. Именно поэтому в Китае кровь красят зеленый или синий цвет, чтобы в норме не было кровопролития. В Китае игры проверяют на деструктивный контент. Кроме того, большое количество видеоигр, где Россия предстает в образе варварского государства, негативная роль России. В это играют, к сожалению, наши дети. То же самое, разные идеологии идет детям через игрушки. Вот что такое игрушки? Это образ, в котором растет ребенок. Раньше тоже были добрые и злые персонажи, но добро побеждало зло. А со временем образ доброго персонажа стал меркнуть, и появилась такая демонизация игрушек. Куклы-монстры, куклы в гробах и так далее и тому подобное. Это тоже страшная идеология. Книжки. Какая идеология идет через книжки? Более 50%, если про игрушки говорить, то у нас 75% это импорт игрушек зарубежных, то в книжках тоже более 50% это книжки зарубежных авторов. Какие темы транслируются в книжках? Но они же как-то транслируются, они же как-то попадают на наши полки. Все эти игры тоже в свободном доступе. Да, я проанализировала рынок, 75%, как я сказала, это импорт, и мы посмотрели, какая компания производит эти игрушки. Это компания Mattel, знаменитая компания в Штатах, крупный игрок на рынке. Так вот, чем она знаменита? В 2022 году она перечислила $1 миллион на поддержку ВСУ Украины, а в 2023 году 100% от линейки продажи новых игрушек направила на поддержку ВСУ Украины. То есть они продают нам чуждые ценности, а на эти деньги воюют против нас. Компания Mattel ушла с российского рынка, но из-за параллельного импорта получилось так, что она попадает на полки наших магазинов. Я сейчас направила письмо в Министерство юстиции Российской Федерации. Мы сейчас готовим совместное заключение и, конечно, будем делать то, чтобы эти игрушки пропали с наших полок и не несли вред нашим детям. Книжки. Какие темы в книжках? Тема предательства. Живи в свое удовольствие, не объединяйся. Вторая тема – антипатриотизм. Есть книжки, цитирую, «Солдатик снял мундир, и никто не обвинил его в том, что он дезертир». И эта книжка продается на полках во время того, когда детки ждут своих пап с зоны СВО. Или тема антиматеринства, токсичные родители или как вернуть себе нормальную жизнь. Все это происходит в книжках. И вот вы видите, я привела несколько примеров. Игрушки, книжки, интернет. Все это деструктивная идеология, с которой нужно работать. Я создала проект под названием «Дети в интернете». Что мы делаем? Мы анализируем субъект регион и смотрим, в каких муниципалитетах, какие есть группы с деструктивным контентом, куда входят несовершеннолетние дети. А дальше мы приглашаем специалистов, которых мы набрали вплоть до каждой тематики профессиональных, и привозим в регион вплоть до муниципалитета, где проводим практикоориентированные семинары для родителей, для детей и для системы образования. И вот такой проект мы планируем сейчас запустить в Республике Башкортостан. То есть мы будем пилотным регионом? Да. То есть когда планируется его начинать, и вот кто будет в команде тех, кто вместе с вами этот проект будет сопровождать? Я вчера встречалась с профильным комитетом по развитию гражданского общества вопросам религиозных объединений. Там присутствовали представители Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, и уполномоченные по правам ребенка, и различные общественные движения и организации. Мы сейчас подготовим большой план работы, команда у нас уже примерно понятно и сформирована, и я прилечу в республику на большое мероприятие 11 числа следующего месяца, и я думаю, что мы будем запускать этот проект. Он очень добрый, он правильный, он помогает и родителям, и педагогам, и, конечно, нашим детям. Но вообще вот этот не то чтобы порядок, а вот эта организация, она действительно нужна. Книги попадают, понятное дело, что профильный комитет все книжные магазины не обходят с рейдом. То есть тут ведь должны подключаться и родители, и педагоги. То есть это вообще должно быть какой-то общественной задачей. Вы знаете, безусловно, вообще самая беда большая в мире – это безразличие. Безразличное общество обречено. И очень важно сплотиться. Конечно, мы как законодатели здесь должны подумать о чем. Первое, мы разрабатываем законопроект сейчас о видеоиграх. Он уже внесен в Государственную Думу, мы разработали этот закон. Но
Но у нас в законодательстве так получилось, что нет понятия, а что такое деструктивная идеология, какие есть ее виды. Из-за этого существуют определенные проблемы. Но у нас есть 809 указ президента, где все написано. Вот сейчас наша задача обеспечить законодательное исполнение. Совместно с профильными структурами и Общественной палатой, Народный фронт и Движение первых, и вообще общественное объединение, мы уже будем заниматься общественным контролем. Ну и самое главное, не только же что-то запрещать, но и вовлекать наших детей в какую-то позитивную, правильную историю. Поэтому мы здесь планируем на достаточно большое количество вот таких правильных мероприятий. Раджи Фаридович Хабиров относится очень внимательно к этой теме, он держит ее на контроле, и действительно я вижу те результаты, которые есть в республике, поэтому предстоит очень много работы. Но я думаю, что учитывая то, что все это было связано еще и с разговорами о среднепрофессиональном образовании, это вот как раз тот самый возраст, ну, наверное, самый опасный, около 18-17 лет. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько сегодня среднепрофессиональное образование выступает еще и как в роли воспитателя? Скажем так, то есть педагог-воспитатель, тот, который прививает эти самые нравственные ценности, не только учит там, я не знаю, варить, шить, но и в то же время рассказать, что важное. Вы знаете, прежде всего хочу сказать, что работая в комитете, после начала СВО очень много стало меняться в сфере образования. Во-первых, мы ушли от понятия услуга в законе образования, вернули школе воспитательные функции. В школах и в учреждениях ССПО появились, соответственно, плюс разговоры о важном. Начало недели проходит поднятие флага, исполнение гимна, и мы вернули трудовое воспитание в школы. Раньше же, когда мы еще учились в школах, было нормально там стереть доски, полить цветочки, а потом это стало нарушением. И я, как законодатель, как правозащитник, очень часто отбивала тех учителей, по которым родители обращались в прокуратуру, якобы за использование детского труда, когда ребенка попросили убрать за собой. И, кроме того, в школах был предмет технология, а не труд. Что такое технология? Детей учили, как варить суп или как монтировать табуретку, а не своими руками они это делали. Мы вернули трудовое воспитание. И самое главное, мы вернули воспитательную функцию. И мы стали говорить о теме уважения. Вот вчера очень важные слова сказал Раджи Фаридович о том, что первое, что мы делаем в республике, мы понимаем, что надо уважать человека труда. А что такое уважение человека труда? Это и создание условий для учреждения СПО, когда ужасное общежитие, когда там полуразрушенное здание, туда не хочется идти учиться, ни детям, ни родителям туда детей отдавать. И в республике уделяется этому, как сказали мои коллеги, особый стиль республики, уделяется этому большое внимание, и это тоже своего рода уважение. Уважение к педагогам, поддержка педагогов. Мы, кстати говоря, приняли закон о статусе учителя, тоже говоря об этой истории. Сейчас статус учителя, он действительно поднимается. Престиж профессий, именно рабочих профессий, он высок, у нас нехватка кадров, и мы анализируем рынок, и сейчас начинается вот такое, о чем вы говорили, взаимодействие и бизнеса, и законодателей, и общества, и поэтому сфера очень важна, и действительно этот опыт, он достоин большого внимания. А вот возвращаясь к деструктивному влиянию, как вы считаете, кто прежде всего должен вот сейчас подхватить эту инициативу и вместе с вами ее реализовывать? Знаете, ошибочно полагать, что виноват кто-то один. Вот очень часто, когда мы работаем с родителями, они говорят, во всем виновата школа, учреждения, они должны заниматься воспитанием, чем-то еще. Приходишь к педагогам, они говорят, во всем виновата семья, потому что все идет со семьи. Но ребенок у нас один, и мы все должны быть вокруг него. А вот эта атака, про которую я говорила, которая идет через интернет, через книжки, игрушки, компьютерные игры, через даже песни. Ну, какие, да, сейчас песни, какая идеология за деньги, да, жить в Дубае, быть в моменте, быть в ресурсе и тому подобное. Это тоже элементы информационной войны, которая идет, не только что на поле боя идет война, но и информационная война идет. И здесь должно объединиться и гражданское общество, потому что это очень важно, и родительское сообщество, и педагоги, и законодатели, и средства массовой информации, потому что через вас идет действительно популяризация, транслирование и просвещение. И тогда у нас все получится. Но я в этом уверена, потому что
те законопроекты, которые казались бы невозможны еще в прошлых Государственной Думе, они сейчас становятся законами, они подписываются президентом, и действительно сохраняются вот те духовно-нравственные ценности, которые присущи нашему обществу. Это очень важно. Яна Валерьевна, спасибо огромное. Я действительно, как журналист, чувствую вот эту ответственность воспитания гражданского общества. То есть социальная сфера, она прежде всего сегодня должна быть в центре внимания всех средств массовой информации. И я думаю, что это начало нашего разговора накануне большой работы, которая предстоит в нашей республике. Спасибо за разговор, дорогие друзья. Я напомню, в проекте интервью принимала участие Яна Лантратова, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Оставайтесь на БСТ.